В Ильграте глыба льда, сошедшая с крыши многоквартирного жилого дома, убила женщину. Жертвой стала 87-летняя пенсионерка. По данному факту Следственный комитет Коми возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Виктор Прокушев знает подробности. Обычный подъезд обычного пятиэтажного дома стал местом ужасной трагедии. 87-летнюю Любовь Шенгину соседи обнаружили лежащей на бетонной площадке перед подъездом. Я пришла с больницы, а она уже тут лежала. Соседи говорят, такое могло случиться с каждым. Сценарий трагедии прослеживается невооруженным взглядом. Вот здесь, вот так скажи, вот она шла, лед упал на нее, она так и упала. Все. Такой силой, Да. Подруга погибшей вспоминает, в тот злополучный день они, как всегда, вместе прогуливались возле дома. Затем попрощались и разошлись по своим делам. Это была их последняя встреча. Она вот только спрашивает, что это, вечером выйдешь, нет. И знала бы, вышла. Попрощаться с пенсионеркой не успели и родственники. Вечером, как всегда, они собирались заглянуть к ней в гости. Мы постоянно навещали. Она очень сильно любила внука Алешу. Он к ней каждый день приезжал, продукты ей привозил. Дочка у меня, Люба, приходила, ей полы мыла. То есть постоянно мы ее навещали. Жильцы дома уверяют, снег и куски льда с крыши убрали только вечером, после трагедии. Показуху стали делать, 8 я спать не мог. Написали, там я сегодня почитала. Это вечером уже после... Да, часиков 8 уже. Это все бабахало. В Следственном комитете уже возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». В настоящее время специалисты осмотрели место происшествия, провели обыск в офисе организации, обслуживающей дом. Произошла трагедия. Погибла женщина в результате допущенной халатности со стороны должностных лиц ЖКХ, которые не соизволили нужным очистить крышу от снега и льда. Безусловно, все виновные, которые имеют отношение к этой трагедии, будут установлены и понесут заслуженное наказание. К сожалению, с руководством управляющей компании, которая должна была убрать снег с крыши, нам связаться не удалось. По словам диспетчера, директор будет на месте только в среду утром. В Следственном комитете тем временем заверяют, в ближайшее время они определят круг обвиняемых по этому делу. Виктор Прокушев, Павел Фетисов, телеканал Юрган, Сыктывкар.